Всем привет! Я так удивлена, что было очень много просмотров по дому, и я очень благодарна за ваши комментарии и подписки. Мне хотелось бы ответить на некоторые вопросы и уточнить моменты по поводу дома. Предупреждаю, что я не рекламирую ничего и не призываю строить дома из СИП. Тепло ли в доме из СИП сейчас? На днях Челус и мой брат Антон проверили уровень тепла в доме. На улице было минус 57 градусов. Ну а внутри дома... Показываем температуру в доме. У нас получается, как мы видим, плюс 17 градусов. Отмечу то, что часть радиаторов у нас не работает из-за нашего же косяка. Однако дом держит тепло и действительно не пропускает холод. И отсюда мы плавно переходим к следующему вопросу. Радиаторы. Мы в спешке крепили радиаторы и оформляли входы и выходы, прикручивая каждый кран самостоятельно. Еще раз напоминаю, что мы никогда не проводили тепло в дом, мы не являемся специалистами в строительстве, сантехнике и так далее. И дело даже не в скупости, мы осознанно хотели сделать все своими руками, чтобы понимать и ощущать всю работу и не беспокоить сантехников, если будет в будущем протечка или какие-нибудь еще проблемы. Как нам посоветовали специалисты и наши земляки, нужно провести дополнительную линию для второго этажа, поскольку мы провели только одну линию. Это мы собираемся сделать весной или летом. Сейчас находиться дома все равно комфортно. Толщина стен. Как я говорила ранее, дом держит тепло и действительно не пропускает холод. Толщина наружных стен и пола 174 мм, а также межкомнатных 118 мм, это по 9 мм стены и 10 см пенополистирола. Стены гаража также по 118 мм по всему периметру. Тут есть кринж-момент, меня подозревают в обмане и рекламе чего-то, но как вы видите, мой канал существует очень давно, и я просто делюсь моментами из жизни, делаю то, что мне очень нравится делать. Я была так поражена, когда на меня подписались так много людей, и просмотров стало так много, и я постоянно краснею, когда вижу новые уведомления. Мы построили дом, какой захотели. Возможно, чел реально прав насчет толщины стен, и мы неправильно что-то сделали, но мы ведь сами не строители, и мы просто сделали так, как строили сами строители на видео в ютубе. Также говорили, что стены могут быть холодные, но стены, они теплые. Даже несмотря на то, что у нас на улице минус 57 градусов. Вот. Еще раз показываю. Видно, да? Устойчивость СИП дома при катаклизмах. По поводу данного комментария про прочность, еще при выборе материала дома мы рассмотрели все плюсы и минусы. Сложился стереотип, что дома, которые не из камня, они не прочные. Давайте рассмотрим основные претензии к СИП-домам, исходя из сайтов строительных компаний из СНГ и зарубежных компаний. Непрочность. СИП-панель размерами 2,5 метров на 1,25 метров и толщиной 174 мм выдерживает поперечную нагрузку в 2 тонны. Она прогибается, но не разрушается. При продольных нагрузках СИП-панели выдерживают до 11 тонн на 1 погонный метр. Землетрясение. Испытание, в котором СИП-дома проявили себя с лучшей стороны. Я искала для вас пруфы, но нашла видео, где японцы тестируют многоэтажный дом при землетрясении. Результат вы можете видеть сами. Ураганы для домов и СИП-панелей также оказались по плечу. В США, где СИП-строительство развивается уже не один десяток лет, ураганы – это явление не редкое. Именно поэтому сложно оправдать простой удачей тот факт, что большинство домов из СИП успешно переживает испытания стихией. 3, 2, 1. Oh, jeez. So this would clearly be a failure. Whoa, clearly. Without any insulation and this time, I'm doing the honors. Boink, right back at us. Look at this. That was the same speed, right? Right, 34 miles an hour. 34 miles an hour. It ripped the front, but Around the backside, clean. Огнестойкость. Сэндвич-панели из СИП способны сдерживать огонь до 1 часа. В сравнении с древесиной огнестойкость выше в 7 раз. Химикаты.
Прочитала в комментариях про химикаты. Есть очень много споров и мнений насчет строительства зданий по канадской технологии, но нет научных доказательств того, что СИП-панель реально опасен. Я сейчас не буду долго рассказывать про какие-то научные термины в защиту дома, поэтому я вкратце напишу в описании видео, из чего вообще состоит СИП и его свойства. Также вы можете сами прочитать исчерпывающую информацию в гугле и посмотреть видосики про СИП-дома. Также я прочитала зарубежные научные статьи, где СИП-дома являются жизнеспособным, энергоэффективным и экономически выгодным вариантом для коммерческих и жилых домов. Там экспериментировали с нагрузочной способностью стен, и в исследовании котором тестировали 54 полноразмерных СИП-стен со всеми иллюстрациями и фотографиями. Я оставлю ссылку в описании, вы можете прочитать на досуге. Перейдем к вентиляции. Почему-то некоторые забывают, что на самом деле вентиляция необходима в любом доме. И так как дом из СИПа как термос, он долго держит температуру. Джилус говорит, что под наши условия подойдет такой вариант, как дом-вент. Приточный вентиляционный клапан дом-вент является приточным вентиляционным устройством, позволяющим подавать в помещение необходимое количество воздуха на радиатор отопления с целью подогрева поступающего воздуха. В Тугисе есть очень много организаций, которые занимаются этим. Если честно, я мало в этом разбираюсь, но я жду советов. Ну что ж, ребята, на этом пока что все. На улице минус 57 градусов, а в доме тепло. Хоть и половина радиаторов у нас не работает. Мы убедились в том, что СИП-дом действительно держит тепло как термос. Если будут вопросы, всегда пишите в комментариях. Я все читаю, лайкаю и иногда отвечаю, хоть и краснею. Всем спасибо за просмотр. Удачного дня. Так, беги, где воронье. Я вот, скалли ведь.